Хочется пожелать трудолюбивым, мужественному, гордому, смелому, амбициозному народу Республики Ингушетия, народам Республики Ингушетия. Дальнейших успехов. Живопись, фотографии, традиционные ремесла, национальные костюмы и ингушская кухня представлены на выставке в Госдуме. Мы стремимся к тому, чтобы вы любили свою родину, свой край, выросли настоящими людьми. Дружно, стройными рядами. В амфитеатре прошла торжественная церемония посвящения в юноармейцы тысячи школьников. Жители сельского поселения получат новый дом культуры, который, по всей видимости, станет визитной карточкой села. Так хочется зрелищ. В селении Сурхахи возводят новый дом культуры. Завершат строительство к концу года. Большая просьба ко всем не распространять такую информацию и не вводить в заблуждение граждан. Так можно ли рассчитывать на 30 тысяч от пенсионного фонда? На правдивости информации в соцсетях расскажем в выпуске. Здравствуйте, я тоже принес культуру. Ой, молодец, Малик. Хорошо забытое старое стало полезным. Экологический проект «Сдай макулатуру. Сохрани дерево». Акция завоевывает всю страну. Добрый вечер. Это новости 24. В Госдуме работает выставка, посвященная 25-летию образования Республики Ингушетия. В церемонии торжественного открытия накануне приняли участие руководители фракций и депутаты Государственной Думы. Члены официальной делегации Республики Ингушетия, в которую вошли представители органов исполнительной власти, депутаты регионального парламента, предприниматели и деятели культуры. С приветственным словом выступил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Он особо отметил социально-экономическое развитие субъекта. По многим направлениям экономика региона показывает устойчивый рост. Существенно увеличилась экономика, сократилось число детей, которые не могут прийти в дошкольные учреждения. Детей, которые ходили в третью смену, и теперь уже этот вопрос решается в двухсменном режиме с перспективой. Медицинское обеспечение, как было приятно слышать, какие построены современные центры, в том числе перинатальный центр, которым республика гордится и может не только сама, но и помогать в сложных ситуациях соседям. Это очень приятно. Хочется пожелать трудолюбивым, мужественному, гордому, смелому, амбициозному народу Республики Ингушетия, народам Республики Ингушетия. Дальнейших успехов. 25 лет. Самая молодая республика в составе России, но я уверен, что мы более торжественно отметим 250-летие вхождения Ингушетии в состав России. Сейчас мы 247 лет, через 3 года, что это главный праздник. Когда мы вместе соединились, и за эти четверть тысячелетия, почти 250 лет, Ингушетия сохранилась, отстроилась, расцветала и имеет все условия для нормальной, хорошей жизни. Поздравляем Ингушетию, 25-я годовщина, и будем готовиться к 250-летию вхождения Ингушетии, добровольному вхождению Ингушетии. Они правильный выбор сделали ингуши 250 лет назад. И сегодня пусть будет праздник всегда на ингушской земле. Спасибо за возможность нам, нашему комитету, представить вашу выставку. Мы очень горды этим и очень рады, что такая красивая выставка. И, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, внимательно, у вас будет время. Здесь и культура, здесь и традиции, здесь и прикладное искусство. И, конечно, вот в левой части будет представлена и экономика, и сельское хозяйство. Ну, конечно, это маленькая толика того, что есть в Ингушетии. Инусбек Евкуров поблагодарил руководство Госдумы за предоставленную возможность организации и проведения выставки. Но он отметил важную роль депутатского корпуса в законодательном обеспечении деятельности регионов. Участники смогли ознакомиться с экспонатами выставки, среди которых картины, национальные костюмы и предметы традиционных ремесел республики. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность от себя, от других глав регионов Российской Федерации за то, что
и руководство Государственной Думы, и руководство Совета Федерации дает возможность подойти к площадке, повторять жизнь в этих учреждениях. Почему? Потому что здесь все проходит через эти выставки. Я буквально недавно смотрел выставку, великолепную выставку Ставропольского края, сейчас там выставка Алтая. Ну, великолепно. Все мы учимся, все мы смотрим друг друга, все мы перенимаем опыт. Я хочу искренне поблагодарить и руководителей фракции от имени которых здесь присутствуют и представители. Владимир Владимирович, вам огромное спасибо за то, что вы всегда посещаете все выставки национальных республик. Это еще раз подчеркиваю, что многие политические партии в народе, они понимают, что без этого никак нельзя. Спасибо большое всем депутатам, всем нашим братьям, друзьям, гостям, которые сюда пришли, уважить Республику Ингушетия и поприсутствовать на этой выставке. Янузбек Евкуров своим указом назначил Магомеда Ендеева на должность исполняющего обязанности руководителя администрации главы Ингушетии и в ходе совещания представил его коллективу. Глава выразил уверенность в том, что в администрации продолжится динамичное развитие уровня работы и дисциплины. Пожелал новому руководителю успехов, сил для плодотворной деятельности и реализации намеченных планов. Далее в ходе совещания он обозначил основные вопросы, требующие особого внимания и контроля. Отметим, что Магомед Ендеев имеет большой послужной список. Ранее он занимал различные руководящие должности. Я вам сегодня представляю исполняющего обязанности руководителя администрации главы республики Ендеева Магомеда Джабраиловича. В своем большинстве все его знают, все уже работали с ним. Сам его лично знаю как добросовестного, знающего и внутреннюю, и внешнюю политику, знающего системную работу, умеющего работать. Ну и самое главное, умеющего сплотить коллектив и направить в нужном русле. Поэтому с этого дня у вас всех новый начальник. Ну а товарищу Магомеду Джабраиловичу желаю успехов в работе. Есть много вопросов, которые связаны особенно с текущей обстановкой. Мы систематизировали работу администрации в разные периоды, системно укрепились. И я думаю, что вам сейчас будет легче, чем это было в прошлый раз. Но при этом в каждом периоде есть свои проблемные точки, вытыкания, в том числе контроль исполнения поручений. Наверное, это сегодня главная проблема, когда мы даем правительству, министерству, ведомству поручения, и они в своем большинстве исполняются, но есть ряд поручений, которые вообще не исполняются, ложат под сукно. И второе, эти поручения сами по себе исполняются так, спустя рукава. Поэтому здесь у вас контакт должен быть постоянно с аппаратом правительства, с аппаратом парламента. Тоже здесь они должны всегда подключаться, как депутатский корпус на своих избирательных участках, территориях. Все должны быть загружены работой. Каждый должен там отвечать за свою работу. Ряды юных патриотов пополняются. В амфитеатре прошла торжественная церемония посвящения в юноармейцы 1000 школьников. Мальчишки и девчонки принесли клятву патриотическому движению и пообещали бороться только за правду и справедливость. Каждый из новоиспеченных получил свой нагрудный значок, символ служения Родине. Подробнее расскажет Мария Мистоева. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! Честью и гордостью нести высокое звание юноармейца. Клянусь! 1000 школьников объединены общим выбором вступить в ряды юнармии. Каждый из этих ребят принял свое решение. Например, Алисхан Ганижев, ученик 9 класса средней школы в Яндере. Дедушка мальчика служил на фронтах Великой Отечественной войны. Выросший на рассказах о подвигах солдат того времени, мальчик нашел для себя своих супергероев, на которых хочет равняться и защищать Родину. У меня с детства были планы поступить в военную академию. Как только я услышал об этом, что можно вступить в юнармию, я сразу захотел, я подошел к учительнице, записался. Теперь я рассчитываю пройти дальше, поступить в юнармию, стать военным.
А вот Милана Томасханова о военной карьере не думает, и девочку привлекают совсем другие профессии. Встать в строй вместе с юнармейцами она решила из других соображений. Сейчас это очень престижно, и что мы все очень рады, что мы вступили в юнармию. И я вообще в школе активистка, и поэтому мне нравится участвовать в юнармии. Само движение было основано в 2015 году. За это время дети и подростки со всей страны начали вступать в ряды юных патриотов. Муслима Чинтиева можно назвать первопроходцем в этом деле. Гордое звание юнармеец Муслим носит уже второй год и о своем решении вступить в движение ни разу не пожалел. Здесь учат очень многому, быть смелым, ответственным. Нас в лагере учили быть командиром в своей группе. Я здесь познакомился с многими людьми, и с президентом самим встречался, так что я не пожалел. А новым юнармейцам могу сказать, не отступать никогда, быть смелыми и идти к своей мечте. И вот сегодня каждый из этих ребят становится чем-то большим, чем просто школьник. Теперь они юнармейцы, давшие клятву всегда быть верными Отечеству, юнармейскому братству, быть честными, стремиться к успехам в учебе и спорте, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. А дополняет церемонию посвящения новых членов важный атрибут – гимн юнармейцев. С таким важным событием в жизни школьников поздравил ребят и глава региона, который просто не мог остаться в стороне. Юнузбек Евкуров уверен, что вступление в ряды юнармейцев сильно изменит ребят и научит взвешивать все свои поступки. Юнармия станет верным курсом для этой тысячи школьников и поможет понять, где хорошо, а где плохо. По-разному относятся к таким мероприятиям взрослые, но для детей это бесспорно игра. Это игра в хорошем смысле слова войнушку. Мы помним, как маленькие были, всегда стремились где-то поиграть в войну. Но эта игра именно посвящение юнармейцы. И в последующем становлении она всегда отражается на характер человека. Это как в спорте. Если мы наблюдаем ребенка, который занимается спортом, и ребенка, который не занимается спортом, по характеру они отличаются очень сильно. Вот поверьте, вот те дети, которые находятся в юнармейцах, сейчас, которые уже есть, и которые только сегодня вступают, они уже отличаются между собой по характеру. Я уверен, что за вами пойдут еще тысячи, миллионы. 1000 новых активистов – немаленькая цифра. С таким внушительным пополнением в рядах юнармии приехал поздравить ребят и полковник Вооруженных сил России Сергей Гусев. Мы стремимся к тому, чтобы вы любили свою родину, свой край, выросли настоящими людьми с большой буквы. Республика Ингушетия имеет богатые, славные, боевые и ратные традиции. И каждый из вас должен быть достоин славы ваших предков. Я искренне хочу поблагодарить главу Республики Ингушетия Юнузбека Бамангереевича Евкурова за то, какой вклад он вносит в развитие юнармейского движения на всем Северном Кавказе. Несмотря на то, что движение еще совсем юное, как и его приверженцы, оно набирает обороты во всей стране. И руководители юнармии уверены, что очень скоро школьники всех регионов России пополнят ряды патриотов, которые, даже осознавая такие серьезные вещи, как служение Родине и Отчизне, не забывают при этом, что они дети. Мы здесь собираемся именно готовить юнармейский актив, это в первую очередь. Потому что наше движение молодое, мы действительно нуждаемся в подготовке квалифицированных специалистов. И, конечно, хотелось бы, чтобы ребята занимались не только, допустим, физическим развитием, спортом, но они совершенствовали себя интеллектуально и нравственно. Это самое главное. Работа только начинается. К тому, чтобы сегодня к этому мероприятию прийти, мы шли год. Вот. Сначала было 100, потом 200, потом 350, и вот сегодня их уже 1350. Сегодня 1000 юнармейцев, вы видели, да, дружно все разом исполняли гимн, и
получили этот значок юноармейский. И для каждого ребенка он означает, что он с сегодняшнего дня меняется. Это на самом деле так. У него меняется взгляд, у него меняется мировоззрение. Завершилось мероприятие вручения нагрудных знаков. Эмблему юноармейцев украшает изображение орла, символизирующего российское государство, а звезды – силу и мощь армии, подразделения которой уже через несколько лет пополнят первые юноармейцы. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. В России утвердили календарь выходных дней на 2018 год, составленный специалистами Министерства труда и соцзащиты. Выходными объявлены дни с 30 декабря текущего года и до 8 января нового. В феврале намечаются 3 выходных дня с 23 февраля. В марте, включая Международный женский день, дается 4 дня. Майские выходные продлятся аж с 29 апреля до 2 мая. В День Победы страна отдыхает 1 день. Летом граждане смогут позволить себе отдых с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России. В ноябре намечаются выходные с 3 по 5 число. В предстоящем году рабочими будут 3 субботы – 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Выходные дни с 6 и 7 января планируют перенести на 9 марта и 2 мая, так как они совпадают с нерабочими праздничными днями. И снова ДТП со смертельным исходом. Авария произошла вчера вечером на автодороге Назрань-Малгобек, в результате которой погибли 2 человека. Поздно вечером при выезде из сельского поселения Нижние Чулуки водитель Приоры совершил наезд на лошадь. Водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте. За водителем числилось 12 штрафов неоплаченных. 12 штрафов неоплаченных. В результате дорожно-транспортного происшествия, в результате наезда водителя автомобиля и его пассажир скончались от различных полученных телесных повреждений. По данному факту следственным отделом по городу Малгобек проводится проверка хозяина животного. Мы установили, сейчас их допрашивают, как они выпустили в позднее время свое животное, потому что они не контролируют животных. На чем добраться до пункта назначения и как этот путь сделать безопасным для студентов топливно-энергетического колледжа решали в селении Нижние Чулуки. Там в рамках недели безопасности, организованной Госавтоинспекцией Ингушетии, прошло совещание. Репортаж нашего корреспондента. На повестке дня 3 главных вопроса. В первую очередь речь идет о безопасности студентов топливно-энергетического колледжа, маршрут которых из дома в ВУЗ и обратно оправданно вызывает опасения многих. В колледже обучается около 1500 студентов. Ежедневно у ворот заведения настоящий коллапс. Ребята стоят на проезжей части и пытаются остановить попутку, чем создают опасную ситуацию как для себя, так и для водителей. Мы будем разъяснять детям в первую очередь правила перехода в положенных местах, да? Соответственно, когда будут обозначены пешеходные переходы, будут точно так же выставлены дополнительные экипажи, будут проведены дополнительные рейдовые мероприятия, направленные на выявление недобросовестных автовладельцев, а также лиц, нарушающих ПДД. Еще один актуальный вопрос, поднимаемый участниками встречи – транспорт, который по сути должен привозить и увозить студентов. На балансе колледжа 5 автобусов, но и их на всех не хватает. Впрочем, решение вопроса оказалось не самым сложным. Родители сами предложили нанять дополнительный транспорт для перевозки студентов, а поиск перевозчиков администрации Малгобекского района взяла на себя. В результате мы с руководителями автотранспортных предприятий договорились о том, что они дополнительно выделят нам автобусы по льготной цене, потому что здесь это на целый день используется автобус, он привозит сюда детей и увозит, и по льготной цене по 1800 в месяц, это немного в день, 1800 рублей для детей. И вот буквально с понедельника все это мы осуществляем, и автобус, рейс у нас пойдет. Затронули на совещании и тему ингушского этикета и уважения к старшим. Некоторые молодые люди, по словам преподавателей, приезжают на учебу на своих машинах и начинают хулиганить прямо на территории учебного заведения. Когда заканчиваются занятия, как правило, абсолютно посторонние люди на затонированных машинах начинают всякие непотребства, хулиганство. Я подхожу, начинаю спрашивать, задавать вопрос, зачем ты сюда приехал? Он в наглую отвечает, мое дело приехал, мое дело хочу уеду. Ну, это влияет на безопасность дорожного движения, это влияет на какие-то конфликтную ситуацию создается. Дети же это самое дорогое, что у нас есть.
и издеваться над ними, и вести себя вольготно с ними мы не позволим в любом случае. Создание безопасных условий на дороге – это общая задача и инспекторов, и местных властей, и самих студентов, отметили на встрече. Ответственные службы делают все возможное для этого, но в первую очередь родители сами должны объяснять своим детям элементарные правила движения на дорогах. Михаил Тангиев, Руслан Албагачиев, Адам Дулаков, Новости 24. Библиотека, большой актовый зал, артистический гримерный зал хореографии и вокала. Все это будет в новом Доме культуры, который сейчас возводят в селении Сурхахи. На объекте работают 20 человек. Завершат строительство к концу этого года. Репортаж Юсупа Гелисханова. Исраил Богатырев всю свою жизнь живет в Сурхахах, и как депутату местного самоуправления ему не безразлична судьба родного села. Новому Дому культуры, который строится по улице Предгорная, он, как и все местные жители, не может нарадоваться. Он частенько приходит на стройплощадку посмотреть за ходом работ. Из-за отсутствия своего культурного центра в различные развивающие секции и музыкальный кружок детей возят в Назрань и Магаз. А с открытием своего Дома культуры решится сразу несколько проблем. Помимо культурных мероприятий, секция самаж худндигу, уюр далкала хамят, ханзалц хая. Анчо гаддахаду твоемотик хаяжи. На стройплощадке, не покладая рук, трудится около 20 рабочих. Сейчас они ставят опалубки для бетонного каркаса. Все бы ничего, если бы не некоторые сложности. У рабочих возникают проблемы с рельефом местности и перебоями электричества. Но несмотря на все трудности, от графика строительства не отстает. Здание прямоугольное, каркас здания, монолитный железобетон. Здание одноэтажное. Строительный объем 5300 кубов. И наружная отделка, вентилируемый фасад, керамогранитные плитки на подсистему с утеплением будет. Кровля шатровая, скатная. Согласно плану, строительство Дома культуры начали в конце июля. Объект возводится по федерально-целевой программе. Библиотека с читальным залом, большой актовый зал на 180 мест, артистический, гримерный, зал хореографии и вокала. Кроме того, в новом Доме культуры предусмотрели возможность проведения различных массовых мероприятий, концерты, сходы граждан и не только. Это было необходимо для нас, потому что когда тут построится школа, построится детский садик, это будет удобство для детей. Кроме культурного воспитания подрастающего поколения, новый Дом культуры обеспечит жителей Сурхахи дополнительными рабочими местами. Завершение всех строительных работ и ввод здания в эксплуатацию планируется к концу этого года. Судя по темпам строительства, можно с уверенностью сказать, что подрядчик с поставленной задачей справится в срок. И жители сельского поселения получат новый Дом культуры, который, по всей видимости, станет визитной карточкой села. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии с начала года выявлено 500 ВИЧ-инфицированных. Всего на сегодняшний день официально зарегистрировано 1232 человека. О глобализации этой проблемы говорили в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Там прошло заседание общественного совета. Репортаж Маки Келиматовой. Аушев Абубакр – один из самых наших лучших учеников школы, гордость нашей школы, и который, я надеюсь, что будет в следующем году уже стипендиантом московским. И бесплатно обучается на льготных условиях в нашей школе, потому что мы лучших учеников обучаем бесплатно. Замечательно. Для нас это честь. Спасибо. Абубакар Аушев уже год обучается в школе искусств, рисует картины. Впервые об этом опасном вирусе 21 века он услышал там и узнал, что заразиться можно самым безобидным образом. У Абубакара быстро зародилась идея нарисовать картину, которую он назвал «Сестричка». Он изобразил девочку, сидящую за столом и мечтающую стать врачом, чтобы помогать людям быть здоровыми. Картину Абубакара признали лучшей на выставке, посвященной борьбе со СПИДом. Я очень рад, что получил первое место, и очень рад, что мне присудили эту грамоту. Я благодарю всех и своего учителя Муса Ахевича за то, что он оценил мою работу, присудил мне первое место в этом конкурсе. Выставка как нельзя лучше вписалась в заседание общественного совета. Как отмечают сами педагоги, дети с раннего возраста, приобщенные к правилам здорового образа жизни, не перейдут черту. Через искусство они учатся нести ответственность за каждый свой шаг и бороться с такими недугами. Дети подошли по-своему к этой теме, и они больше выразили мысль о том, что они за здоровый образ жизни. Что некоторые из них выбирают заведомо, что надо бороться с этой болезнью и с болезнями вообще. Бороться может только врач. Поэтому выбрали некоторые работы с изображением именно будущей определенной профессии врача.
Об эпидситуации в регионе рассказала главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам Луизы Бекмурзиевой, несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, процент вновь выявленных случаев с каждым годом растет. Главврач также отметила важность антиретровирусной терапии, благодаря которой на сегодняшний день у ВИЧ-инфицированных родителей родилось более 300 здоровых детей. Очень большое значение нужно отдавать антиретровирусной терапии. Конечно, много побочных эффектов. Это тяжело переносится. У них идет такой тяжелый период адаптации. Обычно это бывает в течение месяца. Но зато плюсов очень много. Это новое качество жизни, это удлинение жизни, скажем так, и получение здорового потомства. СПИД – неизлечимый недуг, и единственный способ уберечь себя от него – профилактика. Прежде всего, нужно вести здоровый образ жизни. Немало случаев, когда люди намеренно распространяют болезнь. Заключаются браки, в которых один из супругов не знал, что второй заражен. А между тем, намеренное заражение СПИДом другого уголовно наказуемо, со сроком лишения свободы до 8 лет. Лоббирование нашего проекта добрачного обследования – это основной конек профилактики. Почему? Потому что очень многие молодые люди не знают о том, что они ВИЧ-инфицированы. Может быть, если бы человек знал бы о том, что он ВИЧ-инфицированный, он бы хотя бы предупредил будущую свою супругу. У нее должно быть право выбора. Несмотря на то, что эту болезнь впервые выявили несколько лет назад, она успела стать проблемой глобального масштаба. Жертвой жестокого недуга может стать каждый. Конечно, наука старается во благо человечества, но совершенно очевидно, что для борьбы с инфекционными заболеваниями необходима систематическая работа медучреждений, духовенства и общества. Мака Кельматова, Сурху Кусиев, Новости 24. В социальных сетях появилась информация о единовременной выплате пенсионным фондом в размере 30 тысяч рублей гражданам, родившимся в СССР в период с 1950 по 1991 годы. Прилагается даже список документов, которые необходимо сдать. В пенсионном фонде заверяют, что это очередная дезинформация. Информация не соответствует действительности, эти выплаты нами не производятся. Большая просьба ко всем не распространять такую информацию и не вводить в заблуждение граждан. Ситуация дошла до того, что в отдел обращения не прекращается поток людей, требующих выплатить полагающиеся им средства. Специалисты объясняют следующее. На телефон горячей линии поступают участились звонки по поводу единовременной выплаты в размере 30 тысяч. Горячая линия буквально обрывается этими звонками. Но мы всем даем информацию и консультацию о том, что нет, ни закона нету, ни указа нету, никаких нормативных актов нету о выдаче единовременной выплаты 30 тысяч. Никаких документов по этому поводу мы не принимаем. 1 тонна макулатуры спасет 12 деревьев, сохранит кислород для 30 человек, сэкономит 200 кубов чистой воды и 125 киловатт электроэнергии. Теперь об этом знают юные участники всероссийской акции «Собери макулатуру, сохрани дерево». Пункты приема бумаги расположены в общеобразовательных учреждениях республики. Для самых активных участников конкурса предусмотрены подарки. Зарима Ивлоева побывала в одной из назрановских школ. Портфель, сумка со сменой обуви, а теперь еще и охапка ненужных журналов и бумаг. Ученики спешат в школу не только набираться знаний, но и принять участие в конкурсе, который объявил региональный Минобр. 3 ближайших месяца названы днями спасения окружающей среды. За неполных 7 дней одна только первая школа собрала более тонны макулатуры. Свой маленький вклад в дело спасения планеты вносит и второклассник Абдулмалик Елхароев. Здравствуйте, я тоже принес макулатуру. Ой, молодец, Малик. Сколько много ты его принес. Молодец, умница. Давайте мы взвесим, посмотрим, сколько макулатуры нам принес Малик. Так, здесь 3 килограмма. Мы сдаем макулатуру, чтобы сохранить деревья. А зачем нам нужны деревья? Чтобы очищать воздух. Спортивный интерес серьезно мотивирует детей. Учителя объяснили, кто соберет больше макулатуры, станет победителем и получит ценные подарки. Организаторы подготовили для победителей серию интересных книг, поход в кино и сладости. В такой борьбе все средства хороши. К примеру, Хади Банхоева обратилась за помощью к маме, которая работает в отделении почты. А там-то уж точно бумага не в дефиците. Бумагу нужно сдавать для того, чтобы сэкономить дерево. Старую бумагу перерабатывают, и получается новая бумага. Я хочу очень победить в конкурсе, но главное, чтобы сохранился наш лес. Мы услышали об этой акции. Я хотела ребенка поддержать, своего ребенка. Очень хорошо, что вот так проводятся эти акции, что вот ненужную бумагу можно использовать.
Акция призвана научить детей заботиться о природе и бороться с массовой вырубкой леса. Директор школы рассказывает, что в советский период подобные акции были доброй традицией, которую сегодня возрождают. Многие родители подключились, даже одна родительница уже в 3-й раз приходила с пакетом, с ненужной бумагой и в шутку сказала, что вспомнила свое детство, как бы вернулась в свое детство, когда ходила по соседям, собирала бумагу и сдавала как макулатуру. Полезная экологическая акция охватила всю страну. В нашем регионе реализацию проекта курирует Минобр, которому подведомственны все образовательные учреждения, участницы акции. Есть перечень, скажем так, макулатуры, которые нежелательно приносить. Это бумажные салфетки, одноразовая посуда или же, скажем так, испорченная бумага, скажем так, не перерабатываемая. А в остальном и тетради, и старые учебники, то есть вся макулатура, которая у нас есть, и картонные коробки, все, что есть, дети несут в школу. Впрочем, чтобы научить детей беречь природу и планету, одной такой акции недостаточно. Педагоги все чаще стараются говорить о проблемах экологии на классных часах. Фатима Ганиева не просто учитель с большим стажем, но и неравнодушный человек, который любит все живое на планете. Я отношусь к числу тех людей, которые незабвенно любят природу. Я один из тех людей, который не может жить без природы, потому что в неделю раз, если я не приеду в лес, не постою рядом с березкой, с осинкой какой-нибудь, не прижмусь к ней, я себя чувствую очень усталой. И мне всегда хотелось эту любовь передать детям. Каждые 60 килограмм собранной макулатуры – это спасение от вырубки одного дерева, сбережение 2000 литров воды и обеспечение кислородом 3 человек. Зарима Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ингушские парашютисты снова в числе первых. В Махачкале прошли всероссийские соревнования по парашютному спорту памяти дважды Героя Советского Союза Султана Ахмедханова. Состязания проводились по парашютной акробатике и на точность приземления. В личном зачете на точность приземления 3-м стал Исмаил Яндиев, 2-е место за Адамом Картуевым и 1-е за Виктором Соколовым. В общекомандном зачете ингушская команда расположилась на 2-м месте. В клинике Академия здоровья провели сразу несколько сложнейших операций в области онкогинекологии. Наши медики работали во взаимодействии с врачами городской клинической больницы Москвы, Департамента здравоохранения столицы. Сейчас пациенты восстанавливают свои силы в новом хирургическом круглосуточном стационаре. Репортаж нашего корреспондента. Очередная сложнейшая операция онкогинекологии, проведенная докторами из Москвы, прошла успешно. Пациент уже в стационаре приходит в себя после наркоза. Виталий Антипов – специалист в области гинекологии и онкогинекологии, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии в 24-й государственной клинической больнице Департамента здравоохранения Москвы и кандидат медицинских наук Дона Калиматова. 2-й день ведут прием пациентов и уже провели 6 операций. Такой сложности операции в нашей республике проходят впервые. Цель нашего сегодняшнего приезда заключается в том, чтобы помочь пациенткам прооперировать больных, которым в Ингушетии данные операции именно с использованием конкретно лапароскопического доступа при этом диагнозе пока не выполнялись. И к сегодняшнему дню мы также, используя и мастер-класс, то есть демонстрируя наши навыки и возможности другим специалистам, мы выполнили операции из лапароскопического доступа. Эти операции прошли успешно. Пациентки уже на сегодняшний день поднимаются, и сегодня планируется еще несколько операций. Благодаря современному оборудованию пациентам больше не нужно выезжать в соседние республики для проведения сложнейших операций. Ведь хирургическое отделение Академии здоровья оснащено диагностической, лечебной, реабилитационной техникой, включая современные медицинские приборы и комплексные системы по обеспечению жизнедеятельности организма. Клиника оборудована современным операционным залом, анестезиологическим оборудованием последнего поколения, которое позволяет проводить малоинвазивные и эндоскопические операции любой сложности. Мы пройдем пациентке, которой вчера было удалено 3 миоматозных узла. Общие размеры матки 12-14 недель. В предыдущие времена, наверное, однозначно было бы предложено только лапаротомический доступ, возможно, даже экстирпация матки. Раньше разрезы были и ввозились непосредственно в самой ране. А сейчас все инструменты в ране, а сам хирург и его снаружи. В
клинике Академия здоровья открыт первый частный хирургический круглосуточный стационар. В уютных одно- и двухместных палатах, оснащенных отдельными санузлами, комфортабельными регулируемыми кроватями, телевизором и доступом в интернет, пациенты восстанавливают силы после операции и сложных диагностических процедур под наблюдением квалифицированных врачей и медицинского персонала. Большинство операций в стационаре Академии, как и во всех ведущих хирургических клиниках, проводится в режиме одного окна. Передовое оборудование и современные техники хирургического лечения обеспечивают малотравматичность и быстрое восстановление после вмешательства. По моему мнению, это одна из ведущих клиник Ингушетии на сегодняшний день, которая оснащена самым современным оборудованием. И без ложной скромности, я думаю, представители этой клиники могут похвастаться тем, что оборудование операционных, оборудование палат ничем не уступает самым современным московским клиникам. Также в стационаре Академии здоровья можно пройти полноценный комплекс диагностики, позволяющий за короткий период времени сделать объективные выводы о состоянии вашего здоровья, подтвердить или исключить наличие острых или скрытых заболеваний и предрасположенность к ним. После прохождения обследования пациент получает паспорт здоровья, который содержит не только данные о текущем состоянии пациента, но и рекомендации для проведения индивидуальной профилактики. Обследования проводят не только врачи нашей республики, но и приглашенные специалисты из Москвы, Ставрополя, Краснодара. Ознакомиться с ценами можно на консультации в Академии здоровья. Амина Бокова, Адам Кадзоев, Новости 24. Уже совсем скоро ингушские школьники смогут познакомиться с волшебными сказками Востока. Драматический театр имени Идриса Базуркина закончил работу над спектаклем «Золотой осел Насреддина». Последние репетиции в костюмах и на фоне декораций проходят в эти дни. В гостях у сказки побывала Дали Плиева. Это одна из последних репетиций спектакля «Золотой осел Насреддина». Постановку ставят по произведению дагестанского писателя Шапика Азиева. Правда, на ингушском языке. В спектакле задействованы начинающие актеры. Если кто-то из них ранее работал во второстепенных ролях, то для Ислама Евлоева его персонаж – шпион хана. Первая роль на сцене. Мой персонаж – это шпион. Мы как бы хотим обмануть хана и в то время заработать. Тоже себе денежку. Спектакль «Сказка «Золотой осел Насреддина» для начинающих актеров своего рода экзамен. На протяжении нескольких месяцев они отрабатывали каждую сцену по несколько десятков раз. А если ошибались, на помощь приходил режиссер Мурат Галаев. Думаю, что ребята справились. В основном молодые ребята, в основном задействованы, которые... Для них это большая ответственность, потому что они впервые самостоятельно могут работать и играть. Хан – это первая главная роль актерской карьере Джамала Шакриева. За 2 года работы в театре он сыграл и казака, и сына Джанхота, и во многих мелких эпизодах. Но чаще всего это были роли второго плана. Я играю хана, довольно такой, знаете, интересный типаж, немного глуповатый и алчный человек. Можно показывать с разных сторон. И вот я смотрел вот эту сказку, разбирая пьесу, мне очень понравился этот образ именно, потому что он живой и насыщенный. Главный герой спектакля Насреддин узнает о том, что хан решил жениться на его невесте Фатиме. Он обводит хана вокруг пальца и освобождает Фатиму от горбатого, хромого старого жениха. Пускает в ход всю свою хитрость. хан холча хан тезет долждина. Молла Насреддин – это многим известный образ, поэтому в любом случае это сложно будет отыграть так, чтобы зритель, который видел когда-то на экранах или в интернете актеров, которые играли этот образ, естественно, они будут сравнивать. Для меня это сложно в том плане, что я, в принципе, в первый раз участвую в сказке, скажем так, для детей. Игра на взрослого зрителя – это одна степь, а для детей это все-таки другое направление. Чуть-чуть надо цеплять детей и зрителей маленьких, скажем так. Единственный женский персонаж – невеста Насреддина Фатима достался молодой актрисе театра Лейле Майсиговой. Поначалу было сложно, признается она, но многочисленные репетиции и помощь режиссера помогли. Вначале мне казалось, что будет сложно играть единственную женскую роль, но потом в процессе репетиции ты как-то привыкаешь ко всему и забываешь о том, что ты там единственная девушка, можно сказать. Я надеюсь, что зрители хорошо воспримут сказку,
особенно школьники. «Золотой осел Насреддина» – одна из немногих работ в жанре сказки в репертуаре драматического театра имени Идриса Базоркина. А еще это первый выездной спектакль школы республики. Я думаю, что это оценят наши дети, которые ребята будут выступать перед ними в школах. Уже по их реакции будет ясно, насколько хорошо или какие-то недочеты. Яркая, красочная сказка в восточном колорите, где основная мысль преподносится в легкой ироничной форме, не просто порадует детей, но еще и познакомит их с сокровищницей мировой литературы. Исходя из того, что вот партнеры по сцене делают, я думаю, они в любом случае зацепят, и дети будут смеяться, потому что у них это хорошо получается. Я пока все-таки не могу отойти от своей серьезности, пока что на репетициях, но думаю, когда зритель появится и дети начнут смотреть, я тоже начну выкладываться. Пока на сцене проходят последние репетиции сказки, а совсем скоро первую постановку увидят ингушские школьники. Далее Плиева, Майрбек Межоев, Новости 24. Ну и в завершении редкое природное явление было зафиксировано сегодня на северо-востоке Мексики. Там из дождевого облака вместе с водой выпали рыбы. Рыбные осадки выпали в городе Тампико на берегу Мексиканского залива, в котором проживают свыше 300 тысяч человек. Дождь из животных – редкое метеорологическое явление, отмеченное в разных странах в разное время. По одной из гипотез, сильный ветер поднимает мелких животных с земли или воды и переносит на несколько километров. Однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению о природе подобных явлений. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.